Добрый день, я Баян Тойкебаева, автор подкаста «Әлемді өзгертетін әйелдер». Проект реализуется Альянсом женских сил Казахстана при поддержке Канадского фонда поддержки местных инициатив. Сегодня у нас в гостях первая выпускница школы женского политического лидерства Гульжан Бекмагамбетова. Гульжан, приветствую вас, спасибо, что пришли. Расскажите, пожалуйста, о себе. Добрый день, Баян. Большое спасибо за приглашение. Меня зовут Гульжан Бекмагамбетова. Я в первую очередь любящая жена и мама особенного ребенка, международно сертифицированный риск-менеджер, имею 5 образований, базовое математическое и международно сертифицированный независимый директор. Являюсь руководителем службы управления рисками, безопасности, охраны труда и стратегии. Казмунайгаз инжиниринг. Спасибо, Гульжан. Скажите, почему вы пришли учиться в нашу школу женского политического лидерства? Откуда вы узнали? Более детально расскажите про вашу учебу. Так, в первую очередь, это все равно прожитый опыт. Моя жизнь в какой-то определенный момент разбилась на 2, скажем так, периода. То есть я приходила на работу, это была другая сфера моей жизни, было все отлично, все замечательно. Когда возвращалась домой, меня ждал особенный ребенок. На тот момент мы были вдвоем, и мне действительно было очень тяжело. Был период, когда у меня было вплоть до 6 кредитов, вплоть до того, что я считала каждую копеечку и понимала, что это действительно очень сложно. На текущий момент я дошла до такого уровня, что готова уже больше отдавать, больше делиться опытом, как я вышла из этой ситуации, как нужно действительно помогать таким особенным родителям. И поэтому это меня сподвигло и смотивировало к тому, что да, действительно нужно будет повышать свои компетенции именно в части политического лидерства. И поэтому я решилась пойти в эту школу. Я сама была организатором этой школы женского политического лидерства. Расскажите, пожалуйста, подробнее, кто был спикером, какая программа, что вам больше всего понравилось, что было такого, что действительно осталось у вас в памяти, и вы можете сказать, да, вот этот факт или вот эта история очень повлияла на меня, и после этой учебы у меня в жизни изменилось то-то, то-то. Какие вы получили результаты? На самом деле это очень большой и обширный, хороший вопрос. Программа была сформирована комплексно и достаточно правильно. Я об этом уже спустя какое-то время действительно в этом убедилась. Были и спикеры высокого класса, были и женщины-политики с историческим именами такими, делились своим опытом, и действующие политики, вплоть до депутатов Сената. Это просто было замечательное время, где, в принципе, мы все, как участницы, и подружились, и стали чуть ли не как сестрами друг для друга, всегда друг другу уже и на текущий момент всегда помогаем. Но моя жизнь в целом поменялась на 180%. В принципе, и ритм жизни поменялся, и я сейчас понимаю, что вернуться к тому ритму жизни я уже не могу, так как это вообще другой для меня, скажем так, левел и этап в жизни. На текущий момент, пройдя эту школу, я сейчас помощник депутата Мажилиса парламента, как раз-таки того депутата, который занимается социально-культурными вопросами, занимается вопросами для особенных детей, для людей с ограниченными способностями. Именно та сфера, которую, в принципе, я хотела бы охватить и помогать людям. Расскажите, пожалуйста, еще насколько я знаю, после прохождения обучения вы стали сертифицированным независимым директором, да? Вы прошли обучение, тоже можете подробно остановиться на этом? Я на самом деле не знала, что действительно такое существует у нас в Казахстане, что Казахстан, в принципе, достаточно хорошо продвигается в этом направлении, и институт независимых директоров уже существует более 10 лет. Вплоть до того, что проходит обучение, сертификация, да, я действительно прошла, вошла в ассоциацию независимых директоров. Для меня это новый опыт.
общение с такими высокого уровня специалистами, высококвалифицированными специалистами. Также это меня сподвигло тому, чтобы я открыла ассоциацию уже по своей профессиональной деятельности. На текущий момент я региональный председатель правления Американской ассоциации риск-менеджеров в Казахстане. По международной сертификации, которую на текущий момент я имею, это PRM, Professional Risk Manager, ассоциация, международная ассоциация риск-менеджеров, базирующаяся локально, штаб-квартира в США. И прошла все этапы, получила одобрение глобального совета этой ассоциации и на текущий момент являюсь председателем правления данной ассоциации. Какие впечатляющие результаты, Гульжан. Спасибо. Я еще хотела сказать, что мы для участниц именно школы женского политического лидерства приглашали клуб женщин-политиков. Приходили очень бывшие министры, бывшие депутаты, да, кто занимал очень высокие должности, также текущие депутаты. Да. И расскажите, пожалуйста, кого из спикеров вы больше всего запомнили, чьи слова вот остались у вас в памяти? У вас же еще экскурсия в Сенат была, да, в парламент, насколько я помню. Про это более можете остановиться детальнее? А это была самая яркая, скажем так, часть нашей школы, как мы прочувствовали всю атмосферу непосредственно в самом парламенте, заходили в Маджлис, в Сенат парламента. Это были незабываемые минуты, да, действительно, нашего обучения. Приходили политики, бывшие и текущие. Меня вдохновил опыт Распекова Лязат, которая на текущий момент также сохранила свои позиции в Сенате парламента. Очень грамотная, очень высококвалифицированная, сдержанная, этичная. Прям меня это действительно вдохновляет. Кстати, Лязат, вы знаете, да, она являлась председателем Ассоциации деловых женщин Западно-Казахстанской области, была в Уральске, была депутатом городского маслихата и была избрана в Сенат именно от Ассоциации деловых женщин Казахстана. Да, действительно рассказывал свой опыт. Вот это мне действительно впечатлило. Общественная деятельность, да, как она начинала с общественной деятельности. Просто вдохновляет, и я действительно горжусь, что у нас есть такие женщины, которые служат примером для всех остальных. Гульжан, вот скажите, пожалуйста, что для вас женское лидерство? Женское лидерство – это в первую очередь, конечно же, созидание. Ведь каждая женщина от природы, она созидательна. Она хочет в первую очередь защитить, она хочет в первую очередь улучшить, совершенствовать, оптимизировать. Женщине нет покоя, она в день даже принимает в 1,5-2 раза больше решений, чем мужчины. То есть если мужчина принимает в день 1,5, максимум до 2000 решений, женщина принимает как минимум 3000 решений. Соответственно, она задействована во всех жизнедеятельности человека. Она и заботится, она оберегает, она и думает о будущем, поэтому она не может с таким же подходом не относиться к политике. Поэтому она и также будет с заботой относиться как и к бюджетным денежным средствам, также и с заботой относиться к народу, к женщинам, детям, старикам, нашим родителям и в целом народу Казахстана. Гульжан, я хотела бы более подробно остановиться на программе нашей школы женского политического лидерства. У нас там были такие курсы, как публичное выступление, сторителлинг, да, имидж именно, да, пиар, как выступать. Была такая программа, мне кажется, насыщенная, да. У нас даже с КИСи, да, Институт стратегических исследований тоже приходили, рассказывали, да, как участвовать, как составлять программу. Вот что из этой программы вот наиболее вам понравилось? Какой именно элемент, на чем можете остановиться? Что на вас повлияло вот более всего? Ну, вы знаете, программа была разработана очень правильно и конкретно, и комплексно. Лишнего ничего не было. Все было достаточно вот максимально необходимое для вот женщин, которые планируют свою деятельность связать либо с общественной деятельностью, либо с политикой. Поэтому в
первую очередь запомнилась Жалдыбаева Алуа, потому что она дала базовую информацию в целом, как устроена политическая деятельность в стране, что нужно делать, как это происходит, какие у кого какие функционалы, возможности и права. Это база, которую должна знать любая женщина, которая планирует свою деятельность связать с общественной деятельностью либо с политикой. Также понравился и сторителлинг, и ораторское мастерство. Посмотреть на себя со стороны, это было очень даже интересно и очень полезно, так как именно посмотрев на себя со стороны, можно понять, какие моменты нужно в себе скорректировать, над чем нужно работать. Действительно, работать нужно, это кропотливый такой труд, который нужно допивать до конца и доделывать, доводить до результата. Гульжан, вот такой вопрос. Вы сами участвовали в выборах? Голосовали ли? А если голосовали, пошли бы вы голосовать именно за женщину-политика, за женщину-кандидата? Пройдя школу женского политического лидерства, я поняла, что я, в принципе, еще пока не готова выдвигать свою кандидатуру. Но я поняла, что у нас есть такие сокурсницы мои, которые, да, действительно могут, в принципе, уже выдвигать свои кандидатуры, и люди могут голосовать за них, потому что они действительно готовы. Да, я действительно голосовала, и я бы, конечно, проголосовала за женщину, потому что, как я и ранее сказала, женщина природосозидательная, и она всегда будет думать во благо семьи, во благо общества, во благе страны в целом. Угу. Гульжан, какой бы вы дали совет нашим слушателям, вот кто сейчас смотрит нашу программу, передачу, обращаюсь, что бы вы им советовали, какой бы дали бы рекомендацию? Я бы, конечно же, в первую очередь посоветовала бы в следующие потоки включить также в обучающий процесс, даже если наши дамы не планируют свою деятельность связать именно с политикой, но как минимум можно вовлекаться и в общественную деятельность. Это очень важно. Я не до конца это понимала, вообще какая может быть роль, действительно это работает или нет. И став помощником депутата, причем при этом я инициировала просто самостоятельно, подав свое обращение по обыкновенному сайту, общедоступному, и мне действительно откликнулись, причем дважды, включили меня также и в рабочую группу в один из проектов внутреннего мажилиса парламента, и второй раз уже обратились с предложением стать общественным помощником. Да, действительно это работает, и все-таки общественная деятельность, я думаю, это тоже также близка к женской натуре, потому что женщина всегда хочет изменить все к лучшему, и только обратная связь, качественная обратная связь может улучшить и политический устрой, и жизнь наших граждан, граждан нашей страны. Угу. Гульжан, как я поняла, вот вы, пройдя нашу школу женского политического лидерства, да, в которой вы обучались, это для вас был такой тренинг личностного роста, можно так сказать, да? Я скажу, да, потому что жизнь поменялась во всех сферах деятельности. Я раньше просто даже не быв в таком ритме, не могла еще как бы сбалансировать свою жизнь. Во-первых, я как женщина сбалансировала свою личную жизнь, как и семейную, так и в работе. А также я сбалансировала уже и дополнительные какие-то сейчас, какие я деятельности веду. И для меня это был и личностный рост, и, скажем так, и как бы поменялось мышление, да? У вас поменялось мышление, однозначно расширилось. Видение себя, да? Какой вы себя видите? Да, расширилось. Во-первых, сознание расширилось. Не изменив сознание, ничто в жизни никогда не меняться поменяется. Не будет, да? Да. Ага. Поменялось в целом окружение. Более качественные женщины, более качественные друзья и подруги.
Кстати, у нас осенью запускается наша школа женского политического лидерства в ноябре месяце. Всех желающих приглашаем. Здесь у нас будут указаны наши Инстаграм, WhatsApp, телефоны, куда можно обратиться касательно учебы в школе женского политического лидерства. И последний вопрос, Гульжан, вам. Какой бы вы себя видите через 10-15 лет? И что бы вы себе советовали еще 30-летней, 20-летней девушкой? Ну, во-первых, я себя вижу также активной, как минимум, в общественной жизни. Во-вторых, что бы я посоветовала, это не бояться идти вперед, ставить себе амбициозные цели. Не бояться, во-первых, ставить амбициозные цели, потому что все достижимо, все получается. Всевышний дает всегда возможности, силы и энергии и нужные обстоятельства, чтобы проявить себя и достигнуть этих достаточно амбициозных целей. И самое главное, мне кажется, находить правильное окружение, да? Конечно. Через обучение. Потому что, да, без окружения, без расширения сознания ничего невозможно. Которое влияет на нас. Есть такая формула успеха, что 10% на нас, на наш успех влияют знания, 20% это наши навыки, а остальные 70% это наше окружение. Поэтому я считаю, что нам, женщинам, нужно обучаться, поддерживать и находить такое окружение, которое будет нас двигать вперед, которое будет нас мотивировать, у которого мы можем учиться, да, и расти и достигать таких больших результатов. Абсолютно согласна с вами. Большое спасибо, Гульжан, что нашли время. Желаю вам успехов. У вас, я действительно вижу, вы мама особого ребенка. Вы работаете в корпоративном секторе, причем такая ответственная у вас должность. При этом у вас очень много общественной работы, которой вы сейчас решили заниматься. И это все нужно успевать, балансировать. Поэтому желаю вам успехов, гармонии. Пусть все ваши планы реализуются. Көп рахмет сізге. Большое спасибо.